После знакомства с книгой «Мой Дагестан» у меня появилась тяга, любовь к афоризмам, к краткому выражению мысли. Я исписал 2 толстых общих тетради афоризмами из разных книг, в том числе из книги «Мой Дагестан». Потом я подготовил и издал книгу «Толкуй». Это как бы собрание кратких мыслей и высказываний из моих статей, выступлений и книг. По образу и подобию автор сказал, Тумусов сказал. Толкуй по-русски это звучит как толковать, а по-якутски это звучит как думы, Государственная Дума. Говорят, однажды Расул Гамзотов направил телеграмму своей жене прямо в заседании Президиума Верховного Совета. Он написал: вот сижу в Президиуме, но счастья нет. Вот с таким чувством юмора он обладал. Я тоже, будем говорить, будучи уже в зрелом возрасте, когда долго лечу в самолете, а я часто летаю из Москвы в Якутск, там лететь 6 часов, пишу всякие разные стихи, двустишия, которые сам назвал мечи, то есть улыбки, мысли, значит. Это не Рубая Амара Хаяма, не сонеты Шекспира, но это именно влияние Расула Гамзатова. Я даже балуюсь, не скажу, что перевел, но написал двустишие мечил на стихи «Журавли» и другие стихотворения. И особенно мне нравится стихотворение о том, что как человек заболел, и ничто не могло его вылечить, но вылечила любовь молодой женщины. Вы все, наверное, знаете это стихотворение. Великий Расул Гамзатов немало песен написал о любви, о матери, о дружбе.